Телеурок. Добрый день, первоклассники! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня мы с вами проведем урок математики. Я знаю такой ключ, который открывает все замки в душах людей. Это улыбка. Давайте улыбнемся и подарим свою улыбку. Доброжелательная улыбка – залог хорошего настроения. Ну-ка проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте, все ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка. Не забудьте приготовить линейку и карандаш. Телеурок. Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы отправимся в увлекательное путешествие по нашему замечательному озеру Иссык-Куль. А для этого нам нужен корабль. Давайте с вами построим корабль. Откройте тетради, запишите число «Классная работа». Отступите 10 клеток слева и 2 клеточки сверху. Поставьте точку. Готовы? Начинаем рисовать. Одну клеточку вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз, одну вправо, 3 вниз, 3 влево, одну вниз, 5 вправо, одну вниз, одну влево, одну вниз, одну влево, одну вниз, 7 влево, одну вверх, одну влево, одну вверх, одну влево, одну вверх, 5 вправо, 7 вверх. Итак, корабль готов. Замечательно. Отправляемся в путь. Первый причал – устный счет. Расположите числа в порядке возрастания. Какое слово получилось? Дециметр. Вот тема нашего урока – дециметр. Сегодня на уроке мы узнаем вторую единицу измерения длины, которая называется дециметр или сокращенное название мерки дм, в конце которой точка не ставится. Научимся измерять предметы с помощью новой единицы длины, строить и измерять отрезки. И сможем применить знания в жизни. Понаблюдаем за измерениями. На экране изображен отрезок и 3 меры разной длины: красная, желтая и зеленая. Посчитайте, сколько раз каждая мера укладывается в отрезок. Красная мера укладывается в отрезок 2 раза, желтая 3 раза, зеленая 4 раза. Ребята, почему получились разные результаты? Верно, мы брали меры разной длины. В старину люди столкнулись с такой же проблемой при измерении длины. Поэтому были введены единые общепринятые единицы длины. Какую общепринятую меру вы уже знаете? Правильно, сантиметр. Этой общепринятой мерой измерим длину отрезка. Мера укладывается 6 раз. Делаем вывод. Длина отрезка 6 сантиметров. С помощью меры в 1 сантиметр
измерим длину второго отрезка. Мера в 1 сантиметр слишком мала для больших отрезков. Нужно взять меру больше. Чтобы ее получить, нужно взять меру в 1 сантиметр и отложить ее 10 раз. Мы отложили 10 сантиметров. Люди договорились называть эту новую единицу длины дециметром. Дециметр переводится как 10-я часть метра. Записывается так: 1 дециметр. В 1 дециметре 10 сантиметров. 1 дециметр равен длине 20 маленьких клеточек в школьной тетради или 10 сантиметрам на линейке. А чтобы это не забыть, сделаем себе подсказку. Запишем: 1 дециметр равен 10 сантиметрам. Измерим длину кисточки. Для этого надо приложить линейку к началу кисточки так, чтобы ее начало совпало с цифрой 0 на линейке. Посмотреть на линейке, около какого числа заканчивается кисточка. Это число и будет длиной. У нас получилось 12 сантиметров или 1 дециметр и 2 сантиметра. С помощью новой меры измерьте длину большого отрезка. Мера укладывается 3 раза. Отсюда сделаем вывод. Длина отрезка равна 3 дециметрам. А сколько это сантиметров? Переведите дециметры в сантиметры. Число 10 – это десяток единиц. 1 дециметр – это 10 сантиметров. 3 дециметра – это 3 десятка сантиметров. 3 дециметра равно 10 сантиметров плюс 10 сантиметров плюс 10 сантиметров. 30 сантиметров. Значит, 3 дециметра равно 30 сантиметров. Переведите сантиметры в дециметры. 70 сантиметров. Сколько это дециметров? 70 сантиметров – это 7 десятков сантиметров. 70 сантиметров равно 7 дециметрам. Определите длину отрезка и выразите ее в дециметрах и сантиметрах. Длину отрезка определяем по линейке. Длина отрезка составляет 13 сантиметров. 13 сантиметров – это 1 дециметр 3 сантиметра. Мы справились с вами с очень сложной работой. А теперь продолжим. Меры длин, измеренные одинаковыми единицами измерения, можно сравнивать, складывать и вычитать. Сравните, какие бусы длиннее. Если длина бус из белого жемчуга равна 2 дециметрам, а длина бус из черного жемчуга равна 3 дециметрам. Так, 2 дециметра меньше, чем 3. Значит, белые бусы короче, чем черные. Длины, выраженные дециметром, можно складывать. Например, длина одного куска ленты равна 4 дециметрам, а второго 2 дециметрам. Чтобы узнать, чему равна длина 2 кусков, нужно их сложить. 4 дециметра плюс 2 дециметра равно
6 дециметрам. Длины, выраженные дециметром, можно еще и вычитать. Например, длина веревки равна 5 дециметрам. Если мы отрежем 4 дециметра, то останется веревка, длина которой будет равна 1 дециметру. А записать это можно так. 5 минус 4 равно 1 дециметр. Выполните сложение и вычитание с единицами длины. Проверяем. 9 дециметров, 3 дециметра, 5 дециметров, 7 сантиметров, 8 дециметров, 9 сантиметров. Давайте теперь поиграем в игру «Шкатулочка». Если вы правильно выберете нужную табличку, то шкатулка откроется, и из нее кто-то появится. 1 дециметр – это 10 сантиметров. Выразите в сантиметрах. В 1 дециметре 10 сантиметров, да еще 2 сантиметра. Будет 12 сантиметров. Ребята, давайте запомним. 10 сантиметров – это 1 дециметр. Ну что, вот и подошел к концу наш урок. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы узнали вторую единицу измерения длины, которая называется дециметр. И вот так сокращенно пишется ДМ, в конце которой точка не ставится. Научились измерять предметы с помощью новой единицы длины. Строить и измерять отрезки. Можем применить знания в жизни. Смотрите, какая красивая чайка показалась на горизонте. Каждый моряк знает, что если увидели чаек, значит скоро берег. Повторите движение чайки руками. Мы подплываем к берегу. Вдалеке показались маяки. У каждого свой огонек. Если вы все на уроке поняли, и если вам урок понравился, нарисуйте маяк с красным огоньком. Если все понравилось, но не все понятно, маяк с желтым огоньком. Если ничего не поняли, маяк с зеленым огоньком. Телеурок. На этом урок окончен. Спасибо вам за работу. До свидания, до новых встреч!